Ткуарчал по большей части находится в гористой местности, поэтому здесь очень часто идут дожди, которые подтапливают улицы и подвалы домов. Кроме того, в большинстве из 95 многоэтажных домов протекают крыши, которые установлены 5 лет назад в рамках российской комплексной программы. По словам начальника городского жилищно-коммунального управления Резу Гопия, кровля протекает из-за того, что водосточные трубы неправильно установлены и не успевают пропускать большое количество воды. В итоге кровля, стены, да и весь дом приходит в негодность. У нас проблемы большого характера состоят в том, что финансирования недостаточно. Каждый месяц мы должны, все дома 95 очищать, от листьев, ели, которые выпадают. И на это, огромные средства. Каждый дом в среднем обходится 4000. Таких возможностей на сегодня нет. Но по мере нашей возможности, по мере тех, срочных заказов, которые необходимы в текущем ремонте, мы стараемся устранить. Мокрые стены и потолки – вот что оставляют после себя в домах обильные осадки. И очень часто жителям самим приходится чистить и чинить трубы, чтобы избежать протекания крыш. В одном из таких домов проживает 82-летняя пенсионерка. Она была вынуждена купить квартиру. Вот эту квартиру она купила. Ремонтировала, но ремонту не подлежит, так как крыша течет регулярно. Когда идет запрос в ЖКО, приходят, крышу ремонтируют, но как текла вода, так и течет. Если есть возможность что-то сделать, пожалуйста, помогите. Просто по старому человеку в дождь внутри дома сидеть как на улице, это тоже очень тяжело. Такая же проблема и в Доме культуры. В 2013 году здание было восстановлено, была заменена кровля и произведен ремонт первого этажа. Однако после этого ветер не раз носил крышу. По словам главы Ткуарчалского района Аиды Чачхаля, в ближайшее время будет произведен ремонт кровли в самых проблемных домах. Для этого будет использована часть денег, подаренная президентом Раулем Хаджинба в день города Ткуарчал. Тогда глава государства из фонда президента выделил городу-герою 1 миллион рублей на благоустройство города. Аманда Поня, Михаил Баратухин, Абхазское телевидение.